На телеканале 360 новости, в студии Алла Фахрадиева. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Борьба со стихией. Как коммунальные службы справляются со снежными завалами и наледью. 300 спортсменок со всей России в Чатыртау-арене прошли соревнования по художественной гимнастике. В селе Кокрыелга провели сельскохозяйственный семинар. С какими трудностями столкнулись фермеры в прошлом году. Об этом и не только. Расскажем прямо сейчас. Сильные снегопады обрушились на республику на прошлой неделе. Последствия коммунальные службы разбирают до сих пор. Кто и как сражается в битве со снежной стихией, узнаете из сюжета. На борьбу со снежными завалами и наледью коммунальные службы направили 40 единиц техники. Под их контролем улицы города, дворы, придомовые территории. Там, где не может проехать техника, трудятся люди, расчищают тротуары и мосты. Работают в усиленном режиме, но коммунальщиков таким объемом не испугать. Her yıl fasılı özünün məşəqqətləri bilən, jey bulsa da, qış bulsa da bizim mənə şuşu işlərimiz toxtalıb durmay. Qış günü mənə şuşlay itib özümüzün şuşu kömək işçilərimiz bilən dom qırların çistartabız, yollarını çistartabız. Bu yılgısı yılını indi mənə qar şuşulay көп болу səbəbli bizim iş gelginədə toxtalıb durmay, gün-tününü bilmişi, ertədən kişkə tiklem mənə şuşulay itib biz dom aralarını çistartabız. Mənə hər bizning işçilərimiz şuşulay itib tırışıb işləyirlər. Bizə indi mənə hər gün şuşulay itib ayırım kvartallarda texnika bilan işlərə to'g'ri keladi. Endi o'zimizda 12 kishi dvornik hisoblana, boribizda shushlay etib, ertadan kechga xatlin shiratlashib, shushlay etib ishlaymiz kvartallarda. No shul bizning endi shul qiyinliklar to'g'ri kela qo'shag'ында mana shunda yashagan kishilar bilan azrak ularning yordami kerak bizga, chunki texnika bilan ishlaganda mashinalar bitindi, biknaq bizga qilmasha olay. Biz murojaat etganda mana объявлениялар qo'yamiz, mashinalarni ayrim mashinalarga объявлениялар qo'yamiz. Shul vaqtda agarda shunda yashovchilar mashinalarini olib bizga nechak deb aytayim, dostуп yasasalar, bizning ish yengilroq bo'lar edi. Rejim texnika bo'lganda rejimni qarab turmaymiz. Bizning ishda 2 soat mana bitdi. Ishdan 5 chiqamiz endi. Soat bitdi. Avittada ishladilar qizlar traktor bilan. Hali mana tag'in biz ishlaymiz. Shulay almashlab qaytib ishlaymiz endi. Арсенал снегоуборочной техники у района внушительный, тракторов и грейдеров достаточно. Особое внимание в снегопады уделяется расчистке дорог в сельских поселениях и деревнях. Этот вопрос обсудили на совещании по безопасности дорожного движения. Дали четкое указание: никакие снежные завалы не должны помешать добраться до социально значимых объектов. Зима в этом году выдалась особенно снежной, но природа даст возможность коммунальщикам отдышаться. До следующей недели осадков не ожидается. Сельскохозяйственный семинар прошел на базе предприятия «Марс». Он собрал аграриев со всего района. Мероприятие также посетил глава Марсель Шайдулин. Чем гордятся и с какими трудностями столкнулись сельские хозяйства, узнаете из сюжета. Прошлый год для сельского хозяйства был непростым. Лето было жарким и засушливым, корм пришлось закупать. Но несмотря на это, производство молока в хозяйстве «Марс» увеличилось. В ноябре надой составил 4,5 тысячи тонн, сейчас 6 тысяч. Біздің урожайныста кармада бұл қадар әзірлей алмадық. Шоңа көрші райондардан карма бүгінгі күнде қайтарабыз, тәгәрмештен ошатабыз деп әйтергә була. Но оған қарамастан біздің бүгінгі күнде сүтнің үсіші көрінеді. Біз ноябрьдә 4500 тонны сүт саусақ, бүгінгі күнде 6 тоннаға жеткердік енді. Бұл енді технологический процесс деп әйтергә була инде. Безнең инде Марс хуҗалыгы иң күп баш санын тотучы рядовой хуҗалыкларның иң беренчеләрдән торучысы инде. Һәм кормада шуңа күрә баш саны күп булгач җитмәй бит инде. Бүгенге көндә алар сатып алып кайталар. Citrix дигән кормосмеситель алдылар. Әйбәтләп туратып, бөтен мана корм ясап продукциялар өчен. Менә шуңа күрә Марс базасында biz yine күрсәтергә телибез, что яшәргә була, эшне дөрес иттереп оештырганда һәм коллектив белән эшләгәндә. Сельское хозяйство «Марс» много лет является одним из передовых в районе. Численность крупного рогатого скота 1650. Из них 500 дойных коров, 200 молодняк. Также вскоре ожидают приплод.
После осмотра животноводческого комплекса аграрии собрались в актовом зале. Между управлением сельского хозяйства, администрацией и хозяйствами, производящими продукцию, заключили трехстороннее соглашение и наметили планы на будущий сезон. На прошлой неделе в управлении образования подвели итоги первого учебного полугодия. За это время проделана большая работа. Почти 35 миллионов рублей. Именно на такую сумму учителя получили гранты. Отличные результаты показали и ученики. Достойно проявили себя на олимпиадах и конкурсах различных уровней. Произошли изменения и в кадровом составе. В район приехали 9 молодых специалистов. На собрании также поставили цели на следующее полугодие. Самое главное – достойно подготовить школьников к предстоящим экзаменам. В Чытортау-арене прошел турнир по художественной гимнастике. Уже 5-й год подряд он собирает спортсменок не только со всей республики, но и страны. Самой младшей участнице всего 3 года. Репортаж с праздника красоты и грации прямо сейчас. На прошлой неделе в спортивном комплексе Чытортау-арена прошли открытые соревнования по художественной гимнастике на призы главы района. Участие в нем приняло почти 300 спортсменок, все ученицы различных школ. География конкурса обширная. Уже 5-й год подряд здесь соревнуются спортсменки со всей России. Сегодня в Азнакаево проходит открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок Азнакаева». Проводим мы его уже 5-й год подряд. У нас участвует около 300 девочек, от 3 до мастеров спорта лет. К нам приехали из Башкирии, Оренбурга, Казани и других городов Татарстана. Благодарим администрацию и исполком города за всестороннюю поддержку и развитие художественной гимнастики. Самый младший из участниц 3 года, самый старший 13. Соревнуются здесь и призеры соревнований мирового уровня, и начинающие спортсменки. Для некоторых это выступление первое в их профессиональной карьере. Занять призовое место – большой стимул. Жюри судьи со всей республики. Для того, чтобы их покорить, важно не только правильно выполнить гимнастические элементы, но и еще проявить чувственную сторону танца. Наши спортсменки достойно справились с этой задачей. Засветись, стань заметнее на дороге. С таким призывом школьникам еще раз напомнили о правилах дорожного движения. По статистике, большое количество ДТП происходит в темное время суток. Чтобы обезопасить взрослых и детей, активисты раздали памятки и фликеры. Это светоотражающие полоски на одежду. Их обладатели становятся заметнее на дороге. Такая мера предосторожности снижает риск наезда на человека в темное время суток в 6,5 раз. За минувшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 412 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время в Азнакаево в стационаре находится 21 пациент, 39 проходят лечение амбулаторно. На сегодня это все новости, о которых мы успели вам рассказать. До встречи на телеканале 360 на следующей неделе.